Добрый день, уважаемые участники торжественного митинга. Поздравляем вас с праздником, Днем Защитника Отечества. Битва на озере Ильмень всегда имела особое значение для жителей Якутии. Это сражение, произошедшее 23 февраля 1943 года в Старорусском районе Новгородской области, и по сей день остается в памяти якутян как одно из самых кровопролитных за все время Великой Отечественной войны. Тогда в боях за освобождение Старой Руссы героически погибли более 600 славных сынов народа Саха. Якутия всегда будет помнить их подвиг. Этот день вошел в историю как день, когда лучшие сыны нашей республики показали пример беззаветной верности своей родине, своему народу. Существует поверье, что павшие на поле сражения воины превращаются в журавлей. И потому во многих городах бывшего Советского Союза установлены памятники павшим воинам Великой Отечественной войны с летящими журавлями. Один из них в нашем городе Якутске. Сегодня мы отдаем дань уважения павшим воинам, защищавшим новгородскую землю от фашистских захватчиков. Никто не забыт, ничто не забыто. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Көндө доғыптар, бастатан тұран бұқаларардың аға дойду көміскәшілерін күнінен ететік істейнек әрдеребін көңілді. Дорогие друзья, мы сегодня, в День защитников Отечества, всегда вспоминаем подвиг наших предков на озере Ильмень. Это была поистине героическая, но в то же время и трагическая страница истории Великой Отечественной войны. Мы всегда должны помнить о подвиге якутян в этот день. Сотни наших с вами земляков ушли в этот день из жизни, защищая нашу Родину. И сегодня понятие верности, долгу, любви к Родине, которые проявляли тогда наши земляки, как никогда актуальны. Никто не мог предположить, что сегодня коричневая чума фашизма опять поднимет голову, опять наша страна идет первой в борьбе с фашизмом. И якутяне, как всегда, когда зовет Родина, стали и пошли защищать интересы нашего государства, защищать нас с вами. Я сегодня с утра вручал государственные награды Российской Федерации нашим воинам, тем, кто на полях сражений во время специальной военной операции проявляет те же чудеса храбрости, беззаветного служения своей Родине, как и наши земляки в годы Великой Отечественной войны. Мы должны гордиться подвигом наших солдат, проявленных в битвах Великой Отечественной войны, битве на озере Ильмень. И, конечно же, мы гордимся сегодняшним поколением, которое продолжает славные традиции наших отцов и дедов. Светлая память героям нашей страны. Никто не забыт, ничто не забыто. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Масаллах Айсен Сергеевич, Ралах Ладжиттар, Рагатын, Агадыдыну Крючкачля Кунерни Китиксинники Абделин. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые друзья, у нас сегодня в стране особый праздник. В этом году мы видим этот праздник в новом свете, когда нашей стране брошен вызов коллективным Западом, когда нацизм вновь идет на нашу страну. Мы видим, как наши
якутяне, друзья, братья, несут свой воинский долг с такой же честью и с такой же самоотверженной любовью к родине, как это сделали 80 лет назад наши великие деды и прадеды. Героический подвиг, который был совершен 23 февраля 1943 года, навеки будет вписан в историю народа Саха. Несколько сотен молодых ребят отдали свою жизнь, положили ее на алтарь победы во имя нашего светлого будущего. Сегодня наши друзья, коллеги, братья также на передовой, также на хорошем счету. И эта преемственность поколений, она дает уверенность в том, что победа будет за нами. Правда в силе, сказал наш президент. Победа будет за нами. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов города Якутска Николаю Александровичу. Руководству республики, города за поддержку ветеранов всех категорий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, ветеранов боевых действий. Действительно, мы вспоминаем подвиг 19-й лыжной отдельной бригады. 597 наших земляков ранним утром 23 февраля подошли к высокому берегу Ильменя. Каждый второй не вернулся из этого боя. Бригада, так получилось, всего просуществовала 15 дней, но это был действительно подвиг, несмотря на условия такие, что действительно, кроме льда, спасаться было негде. Но тем не менее, наши земляки выполнили свой долг. И сейчас передаю слово от участника Великой Отечественной войны в поддержку нашим героям, нашим ребятам, которые и сейчас, в этот день, в эту минуту ведут бой с фашизмом. Стойкости, мужества, терпения за президента, за нашу Якутию. Ура! 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 Слава героям! Спасибо. Здравствуй, легендой овеянный Ильмень, гордость и слава российской земли. Вновь повторяя с небес твое имя, клином плывут над тобой журавли. Объявляется минута молчания. Павшим и живым героям слава! Матерям и женам героев слава! Слава героям Родины! Начинаем торжественную церемонию возложения цветов, посвященной 80-й годовщине со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Цветы возлагают глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, главный федеральный инспектор по Республике Саха-Якутия Евгений Владимирович Корнеев, председатель Верховного суда Республики Саха-Якутия Любовь Егоровна Летучих, первый заместитель председателя Государственного собрания Эльтумен Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков, начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Сергей Сергеевич Бобровников,
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Виталий Викторович Кондратенко, министр внутренних дел Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Владимир Николаевич Прокопенко, руководитель управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Александр Александрович Бурханов, начальник управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия Алексей Николаевич Каракуля, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия Василий Васильевич Седрисев, глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев, председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Виталий Михайлович Немцов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Саха-Якутия Виктор Владимирович Мухаев, члены правительства Республики Саха-Якутия, народные депутаты Республики Саха-Якутия, руководство окружной администрации города Якутска, депутаты Якутской городской думы, представители Якутской епархии, представители войсковой части 14129 города Якутска, общественность и молодежь города Якутска. Именем я из Якутска приехал, чтоб свою голову в память склонить, чтоб услышать военное эхо и всех погибших героев почтить, чтобы с высот 21 века глянуть в священные очи воды, чтобы ощутить всей душой человека горечь ушедшей в глубины беды. Чтоб свои строки погибшим солдатам прямо вот здесь на заре прочитать, чтобы не только по праздничным датам их продолжали потом вспоминать, чтобы рассказать о сегодняшней пыли, бывшей великой советской стране, той, за которую жизни щадили, той, что теперь оказалась на дне.
На этом торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня героического сражения на озере Ильмень в годы Великой Отечественной войны, завершается.